Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Дорогие друзья, давайте я буду так к вам обращаться. Во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов этого мероприятия. А, Оно обозначено в формате лекции, но, думаю, так как вот у нас нет здесь привычной для лекций кафедры, да, как вот привыкли мы в высших учебных заведениях, то я бы обозначил жанр нашего сегодняшнего мероприятия как беседа. Да. Давайте вот побеседуем с вами. И думаю, э, беседа, она предполагает диалог. Думаю, мы будем активизировать сегодня именно а, диалогический формат. Я хотел бы поблагодарить организаторов, редакцию «Миллиарда татар» и а, литературный музей имени Габдуллы Тукая. Это замечательное место, которое является не только музейным местом, скажем так, да, но уже на протяжении многих лет является очагом татарской культуры, где проходят самые разные мероприятия. И, конечно же, вот здесь хотел бы особые слова благодарности директору музея Гузель Фардиновне сказать, Гузель Фардиновна, да, и замечательному коллективу, коллегам Гузель Фардиновны, которые здесь сегодня присутствуют. Я немножко волнуюсь, если честно говоря. Почему? Ну, во-первых, потому что после 20 лет работы в Казанском государственном университете, а я работал с 1999 года по 2017 год, я вот уже на протяжении, получается, 9 лет работаю в Институте языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова. И, как вы понимаете, за 9 лет этот лекционный формат уже мной немного подзабылся. Да? То есть лекции, которые читались с кафедры студентам, ну, по самым разным курсам, скажем так. Вот. С другой стороны, мне и волнительно, и по другой причине. Вот здесь, в Старо-Татарской Слободе, я родился, появился на свет в далеком 1974 году. И мистическим образом моя жизнь с самого рождения была связана с Габдуллой Тукаем. Вы скажете, каким образом? Я родился в роддоме, где во времена Тукая располагалась клиника Григория Абрамовича Клячкина, да, и где Габдулла Тукай провел последний месяц своей жизни. То есть вот уже с самого своего рождения как-то Тукай был рядом. А жили мы тогда, мне было, ну, до моего 9-летнего возраста, жили мы на пересечении улиц Тукаевской, да, вот мы называли ее не улица Габдуллы Тукая, как она сейчас, а мы ее называли Тукаевской. И улицы Зайни Султана. Это выдающийся татарский актер, режиссер. Улица была, ну, улица и сейчас это есть, она очень маленькая, небольшая, находится между улицами Тукая и Насыри. Да? Поэтому вот здесь, на улице Нариманова, находилась 21-я школа, в которой я первые 2 класса проучился. Родители, мама давала мне там 10-15 копеек на обед, я не тратил их на обед, а мы после школы шли в кинотеатр имени Габдуллы Тукая. Опять-таки вот здесь находился кинотеатр Габдуллы Тукая, и вот мы там после уроков, на 10 копеек стоил детский билет, на 10 копеек вы еще молочное мороженое покупали. Вот поэтому я могу сказать, что а, связь с Тукаем у меня была с самого детства. И я помню прекрасно, Габдулла Тукай, у него есть такая автобиографическая повесть, называется она «Что я помню о себе?», и он рефлексирует по поводу того, когда же он начал помнить о событиях
своего, ну, о событиях своей жизни, да. И вот он пишет, что о них он начал помнить тогда, когда, он, а, когда дед Зиннатулла по материнской линии, который был вынужден отдать своего внука, в расположенную недалеко деревню Кырлай крестьянину Сабди, да, на, воспитании, скажем так. И Тукай пишет, что вот он прекрасно запомнил, как он сел в подводу с крестьянином Сагди, как они преодолевали этот путь из деревни Ыш-Иле по-татарски, но по-русски говорят Уч-Или, но мне не нравится. Вот Ыш-Иле в переводе означает трехдомное, да, и он пишет о том, что вот именно тогда он начал помнить о событиях своей жизни. А до этого, ну, он же пишет о том, где он родился, как проходили его самые ранние детские годы до того, как его отправили вот в деревню Кырлай. До этого он в основном помнит о своем, скажем, детстве со слов, его, односельчан. Вот, со слов односельчан. И вот здесь, возникает очень интересный момент. Много ли мы знаем о Тукае того, что может считаться достоверным, фактическим, документальным? Ну, наверное, если рисовать такими большими мазками, не мелкими штрихами, а большими мазками, то эта картина выглядит примерно так. Да, мы знаем э, документально, точно, где родился Габдулла Тукай. Он родился в деревне Кушлауш, вот, в Казани. Знаем, как звали его отца, знаем, как звали его мать, и это все зафиксировано в метрических книгах, да, скажем так. Это документ, это документальный факт, да, вот. Знаем из каких-то других источников, в первую очередь из мемуаров людей, которые лично знали Габдуллу Тукая в то время, а мемуары эти часто публиковались в советское время. Вот эти сборники «Тукай турунда истәлекләр», воспоминания о Тукае, «Тукай турунда яткәрләр», ну, это то же самое, да, то есть воспоминания о Тукае, где опубликованные воспоминания о нем, да. Вот. С другой стороны, возникает вопрос, насколько воспоминания являются, ну, строго настолько, насколько информация, которая содержится в воспоминаниях, является строго верифицируемой. То есть вот там кто-то пишет: «Я помню, что происходило вот так-то и так-то». Например, есть был хороший, замечательный археограф татарский Марсель Ахмедзянов. Да, тоже Марсель, вот, фамилия Ахмедзянов. Он недавно ушел из жизни. Вот. И в 80-е годы он совершал археографические экспедиции в деревне Заказание, где еще имел возможность встретиться с людьми, которые, ну, либо сами знали как-то Габдуллу Тукая, либо же их родители знали Габдуллу Тукая. И вот там есть такая информация, что вот со слов моей мамы, да, там Тукая, да, помните этот сюжет, когда он известен нам, этот сюжет, как Тукая дед сначала отправляет в Казань, да, здесь он в доме кустаря из Новотатарской слободы воспитывается, да, вот в его семье, и у Газизы, это приемные родители, скажем так, хотя непродолжительное время, да. Э, и вот помнится, мама мне говорила, что вот так-то, так-то мы Тукая отправляли в Казань, это было так-то, так-то. Возникает вопрос, насколько вот эта информация может считаться достоверной? Ну, на 100% вряд ли мы можем поручиться, да, потому что человеческая память, она
ну, не является безупречной. Так ведь? С другой стороны, есть, еще один момент. Мы все с вами, наверное, можем говорить о Тукае как образе, который отложился в массовом сознании, в нашем сознании. Итак, какие же какие-то вот такие опорные точки этого образа мы можем выделить? Опорные точки. Я думаю, первая опорная точка — это сиротское детство. Тукай очень рано лишается родителей. Его отец, мулла Мухаммед Гариф, умирает, когда Тукаю было от роду 4 месяца. Вот, 4 месяца. Мать умирает, когда ему было 4 года. Вот. То есть это действительно трудное сиротское детство. Следующий штрих, ну не штрих, а следующая опорная точка — это то, что жизнь Габдуллы Тукая была тяжелой. Вот. И, ну, наверное, с этим тоже отчасти можно согласиться. То есть, обратите внимание, он, как бы мы сейчас сказали, мыкался по людям, да, дед, хотя тоже мулла, дед по материнской линии Зиннатулла Хазрят из деревни Учели, он тоже мулла. И мы как-то привыкли думать, ну, нам как говорили, муллы — это вот такое обеспеченное, достаточно состоятельное сословие, как в советской, ну, скажем, в советский период к муллам же было негативное отношение, да, вот, они, ну, в общем-то, одурманивали вот этим религиозным дурманом людей и жили за их счет. Но в воспоминаниях самого Габдуллы Тукая говорится о том, что дед Зиннатулла, а семья у него была большая, вот это уже его вторая семья, супруга его, вторая супруга Латыфа, и жили они очень бедно. И Тукай говорит, что он вынужден был побираться по соседним деревням. То есть маленькая деревня Эш-Иле, она, очевидно, ну, приход был небольшой, и обеспечить муллу всем необходимым возможности не было. Да? И поэтому вот дед Зинатулла был вынужден искать место для воспитания Габдуллы Тукая сначала в Казани, а затем вот в деревне Кырлай. Да? Вот. Не потому, что он не любил своего внука, не потому, что он не был бессердечным, да, а именно вот по этой причине, да. И, существует версия, ну, вот есть такая, знаете, апокрифическая версия, известная, что вот возница, который привез Тукая в Казань, на Сенном базаре кричал: «Кто возьмет ребенка на воспитание, кто возьмет мальчика на воспитание». Это известная, устоявшаяся апокрифическая версия. На самом деле, существует другая версия, и суть ее состоит в том, что Тукаях, его дед Зиннатулла, договорился и хотел адресно оставить в семье одного состоятельного татарского, казанского, богатого человека, да. Это было нормальной практикой. Бездетные, люди или даже, допустим, ну, у кого были в семье только дочери, потому что, вы знаете, у мусульман вот наследником считается сын, да, вот. У кого были дочери, скажем так, они брали именно мальчиков на воспитание. Но была еще другая причина. Вот она оговаривается в трудах, посвященных Габдулле Тукаю. Например, крестьянин Сагди, говорится в одном из трудов, взял еще и потому Тукая, потому что а, давали на лицо мужского пола земельный надел, да, поэтому земля была важна, значима для крестьян. Ну, вот была еще такая у сельских жителей причина. Вот. Итак, первое — это трудное сиротское детство, трудная жизнь. Да, мы говорим «мыкался», но обратите внимание, с конца 1894 года Тукай уже в Уральске,
и он воспитывается у своих родственников, у тети Газизы, это младшая сестра его отца, и ее мужа Галиаскара Усманова. Он весьма состоятельный купец, да, ведет торговые дела в Уральске. Тукая отдают учиться в хорошее медресе. Мудресе называется Мутагия, и оно названо так не случайно, по имени Мутагуллы Хазрата Тухватуллина, который по совпадению оказался одноклассником отца Габдуллы Тукая, Мухаммед Гарифа, Муллы Мухаммед Гарифа. Вот они закончили оба очень престижное по тем временам татарское медресе, которое находилось в селе Кшкар. Да, вот. Их пути дальше разошлись, они были дружны. Значит, отец Габдуллы Тукая получил свой приход в Кушлавуще, а Мутагуллах Хазрат, он пошел дальше, он стал совершенствовать свое образование, получил образование в Каире, в очень известном университете Аль-Асхар, значит, и вот остался в Уральске, и в Уральске, оценив его познание, оценив его эрудицию, он остался там в качестве имама одной из мечетей, и, соответственно, при мечетях существовали медресе, и стал учиться в медресе. То есть, смотрите, скажем так, в 1894 год Тукаю 8 лет, и жизнь его уже не является жизнью бесприютного сироты, да? Он находит свой дом, хотя вот в нашем официальном литературоведении советского времени было принято подчеркивать, что Тукай не нашел общего языка со своим Джизни, то есть Галиаскаром Усмановым, что якобы между ними были постоянные какие-то стычки, конфликты, и объяснялось это очень интересно. Говорилось, ну вот Тукай, он же вроде вот такой народный весь, демократический, из народа, а Галиаскар Усманов, он все-таки саудагар, купец, да. И вот Ибрагим Нуруллин в замечательной книге, я считаю, одной из лучших книг вот в серии «Жизнь замечательных людей», она так и называется, Габдулла Тукай, он пишет, что Тукай, когда он приехал в Уральск, сначала дали ему комнату на 2 этаже, а потом его вдруг спустили на 1 этаж. И он пишет, что да, таким образом судьба словно бы говорила, да, не возвышайся, твое место на 1 этаже среди прислуги, среди простых людей, да, вот. На самом деле, наверное, надо говорить о том, что вот это социальное противоречие было здесь незначимым. У Тукая вот это трудное детство, сиротское детство, оно, конечно же, откладывает отпечаток на психологию ребенка, да. Он был ершистый, да, вспоминают вот именно о нем вспоминают именно так, что он был ершистый, очень быстро обижался, да, вот, и, например, друзья его все время говорят, что Тукаю ничего нельзя было сказать такого обидного, потому что в ответ моментально прилетало, и даже со своими близкими друзьями, например, Сагит Рамиев, да, он находился в хороших отношениях, но в определенный момент между ними происходит размолвка, и достаточно долго Тукай в своих публикациях и в своих статьях, и в своих стихотворениях все время подтрунивал, ерничал, как мы сказали, высмеивал Сагита Рамеева, да. Ну, речь идет не только о Сагите Рамееве. Если мы сейчас начнем перечислять всех, кого критиковал и пародировал, и высмеивал Габдулла Тукай, наверное, это займет у нас много времени. Так вот, все-таки, наверное, нам надо говорить, что вот есть такое понятие «трудное дело». Дальше, следующая опорная точка– это то, что Тукай был народным, близок к народу, это вот народный поэт, да? Но что такое народный поэт? Народный поэт, что такое понятие «народ», да, в данном случае? Наверное, мы должны говорить о том, что понятие «народ» в то время
это не то, вот в начале 20 века, это не то же самое, что вкладывали в советское время. В советское время под словом «народ», «народный» означалось поэт угнетенных господствующими классами масс, да, то есть это крестьяне и рабочие. Вот такое понятие. В начале 20 века были работы, которые после смерти Тукая писались. Например, Гали Рахим, его статья «Тукаев халык шагыйре». Он пишет об этом. И он правильно пишет. У татар в начале 20 века не было такого жесткого размежевания на аристократические слои, да, скажем, общества, и демократические слои общества. И вот Тукаев был равно близок и аристократическим слоям, и простому народу, как бы сейчас говорили. Итак, еще одна опорная точка. Тукаев — это народный поэт, да, будем говорить так. И давайте еще одну назову точку такую. Во всех почти публикациях советского времени говорилось об антиклерикальном характере творчества Габдуллы Тукая, о том, что он высмеивал мул, выступал против религиозных деятелей. Отчасти это было действительно так. Отчасти это было действительно так, потому что в то время, вы же знаете, была борьба между двумя направлениями развития, между двумя как бы направлениями, течениями социальной жизни. Одни были джадидисты, которые ратовали за модернизацию татарской нации, за модернизацию образования, а другие были кадимисты. Кадим — это вот старый означает, да? Они говорили, что все надо законсервировать, а религия вот должна быть такой опорой общества, значит, это та опора фундаментальная, ничего не надо менять, надо все так оставить. Они выступали против джадидистов, резко критиковали их, и журналы, и газеты также поляризировались, да, в то время. Вот. Но при этом в сочинениях, в избранных сочинениях советской поры не печатали произведений религиозного содержания. Например, таких как «Аллах гышкана» ради любви Аллаха, или «Миградж», да, или «Кадеркиш», да, вот этих стихотворений не печатали в советское время. Почему? Потому что они были религиозного содержания, а из Тукая, и они противоречили тому образу Тукая как антиклерикального поэта, да. К чему я подвожу вот в середине нашего разговора, да? Я подвожу к тому, что мы имеем Тукая как некую личность, как личность биографическую, о которой мы, к сожалению, на данный момент знаем не все. То есть мы знаем какие-то большие такие вот события в его жизни, но знаем ли мы, чем была наполнена повседневная жизнь Тукая? Что он делал, допустим, в ночь с 31 декабря на 1 января 1907 или 1908 года? Да? Вот такой информации у нас нет. А при этом, заметьте, это величайший поэт, это первая величина, да, татарской поэзии. Что делать? И вот в свое время, лет 5 назад, не 5, а лет уже 7-8 назад, когда я пришел работать в Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, передо мной была поставлена задача: нам надо создать хронику жизни хронику жизни Габдуллы Тукая. Жанр хроники, что он предполагает? Ну, я тогда имел об этом какое-то такое очень отдаленное представление, потому что знал, что была, вот, допустим, в Москве в Институте мировой литературы создана хроника жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина, где вот по дням, по месяцам, по неделям расписано, что делал Пушкин, кому он написал письмо, с кем он в этот день виделся.
Почему у нас до этой поры не было вот в советском, скажем так, в татарском литературоведении советского времени не было такого труда? Подступы к нему были. В 60-е годы вот как раз в ИАЛИ очень известный ученый Сагит Исанбаев начал работать над хроникой жизни и творчества Габдуллы Тукая. К сожалению, этот труд не был закончен. В 1972 году он умер, да, и этот труд сейчас хранится в архиве как раз ИАЛИ, в Центре письменного наследия, но он незаконченный. Безусловно, такой труд необходим. Но что для этого нужно? Для этого, наверное, нужна какая-то консолидация ученых. И это не просто литературоведов. Да, вот я литературовед. Я привык к определенному там формату работы с текстами, с произведениями. Но тут должны быть, во-первых, историки, да, которые вот знают все тонкости, нюансы работы с историческими источниками, с архивами. В свое время вот большую работу в этом направлении провел Рафик Измайлович Нафигов. Это очень известный советский историк. Он, конечно, был такой, как бы мы сейчас сказали, в определенной степени ориентированный на партийную такую вот историю, да, как тогда было принято говорить. И он пытался в своих исследованиях найти следы влияния большевиков на Тукая. Но при этом он же искал, находил какие-то вещи, которые затем вводились в научный оборот, и этих вещей немало, да, но они, к сожалению, не дают полной картины о жизни и творчестве Габдуллы Тукая. Вот в ее, как бы так мы сказали, хроникальной последовательности. Мы привыкли как говорить? Мы все-таки, у нас есть историзм мышления, у нас вот какими-то такими широкими мазками. Тукай был там представителем татарской нации, татарской интеллигенции начала XX века, да, это все хорошо, все замечательно, но это не дает вот той, скажем, фактографии, которая, очевидно, нам, татарам, очень нужна, да, сейчас. Есть вот такое направление, по-моему, она называется по-русски «История повседневностей», daily story, по-моему, это вот так, day story, по-моему, называется, да, по-английски будет это звучать. То есть, когда история фиксируется в каких-то таких не широких проявлениях, тут революция, там гражданская война, там какой-то переворот и так далее, а в каких-то вот таких проявлениях, скажем, более мелких, да, и здесь, конечно же, нам предстоит еще большая работа. Я хочу сказать, что вот в этом году состоялось большое событие в тукаеведении. Вот в нашем институте непосредственно моими усилиями было подготовлено шеститомное собрание сочинений Габдуллы Тукая на русском языке. До этого был шеститомник на татарском. Это не дублирует татарский шеститомник, у него другая структура. Вот когда я начинал работать, там много примечаний. Вот представляете, да, вот ты должен каждый факт, каждое там лицо, которое указано у Тукая, как-то в примечаниях отобразить. Когда я писал об уральских стихотворениях, и не только уральских, ну, там, например, упоминается какое-то лицо, и дается вот в академических изданиях, посвященных Тукаю, дается такое определение. Это мулла или там это купец из Уральска. Все. На этом информация ограничивается. Или я уж привожу как такой интересный пример. У Тукая есть стихотворение, ну, у него, где он высмеивает гласного Думы. Так называется стихотворение, гласный, да? И он пишет, что вот татарские гласные, которые были в Казанской Думе, они активно там не активничали, спали в основном, да, вот. И даже есть подобного рода подпись, карикатура, где изображен спящий гласный татарин, да, и там написано «Руслар ыш күрәләр, татарлар тыш күрәләр». Вот.
Это осталось? Ага, все хорошо. Вот. Русские там заняты делом, татары видят сны. Открываю академические издания, думаю, ну, про этого гласного, кто это такой, кто прототипом-то был. Открываю, сначала вот пятитомник Рашата Гайнанова, потом шеститомник, информация одна и та же. Э, м, Прототипом является купец, известный в татарском мире как Чайше Шамси. Чайше — это торговец чаем. Вот, значит, какой-то торговец чаем. Вот таких торговцев чаем, наверное, много, да? А какое конкретное лицо-то? Вот пытливый ум заставляет меня обратиться к историку Ильдусу Футусовичу Загидуллину. Говорю: Ильдус Футусович, найди-ка мне, кто был вот в такие-то годы в Казанской думе-то. Ильдус Футусович мне находит эту информацию, ищу, нет такого человека, да? Вот. Думаю, откуда, что? Потом Дыня Фатыховна говорит мне: вот в публикациях казахских ученых упоминается один гласный по имени Шамсуддин, который был гласным Кызылярда. Кызылжар — это Петропавловск, да, это город сейчас, который находится в Казахстане, но это город, где очень много жило татар в начале 20 века, и вот он там в списке гласных находится. И я аккуратно, осторожно, в качестве предположения внес эту информацию. Пока я ее не могу точно вот сказать, ну да, что вот это именно это чаще, но, по крайней мере, это повод для того, чтобы исследователи как-то дальше копали. Вот таких моментов, как бы мы сейчас научным языком сказали, лакун, слово такое, да, лакун очень много. Они еще есть, и, наверное, наступит тот период, Тукай в своей последней статье, Зульфардиновна, статья, по-моему, последняя, «Уянгаш Беренче Тешем», да, Тешем, первое мое дело после пробуждения, он писал: наступит время, когда о каждом поэте узнают, а он писал так по-татарски, «Инасенен жибена кадар». Ну, дословно, если перевести, узнают от иголки до нитки. Ну, имеется в виду, если уж мы не дословно переводим, а будут знать все мелочи жизни каждого поэта, каждого писателя, да? Вот на сегодняшний день сказать, что мы знаем о Тукае как о реальном лице от иголки до нитки, мы вот этого на данный момент сказать не можем. И, очевидно, в этом направлении у тукаеведения есть еще перспективы в этом направлении. Но вы скажете, ну да, существует вот такой а, как бы мифологизированный образ Тукая. Я вот, кстати, благодарен Владу, открою уж, Влад, наш небольшой секрет. Я подавал одну тему и дал такую крутую, как я считал, тему «Габдулла Тукай, двоеточие, траектория возвышения». И хотел с вами сегодня побеседовать о том, как вот мальчишка, который там когда-то бедный мальчишка, который стоял около дверей вот этой страшной старухи, как ее называли, шарифы, в Кошлавуще, она его не пускала, его ноги бедного примерзали, и как из этого мальчугана стал первый татарский поэт, да? Влад присылает мне вот то регистрационное, как бы, как это называется, информацию, да, регистрационную информацию, и там написано «Габдулла Тукай. Правда и мифы». Мое такое самолюбие профессиональное было поколеблено. Я хотел сказать: Влад, а чё это вы распоряжаетесь темой-то самостоятельно, не согласовывая ее с автором? Но потом я понял, что в свое время я в стенах этого музея на тукаевских чтениях, тогда, правда, Гузель Шардиновна еще не была директором, вот, выступил с темой «Габдулла Тукай как национальный миф». Получил за это по шапке. Потому что слово «миф» воспринималось: а чё, Габдуллы Тукая не было, что ли? Это что, выдумка, что ли, да? Вот. И я тогда говорил о
определенных моделях мифологизации Тукая в советский период, и сравнивал с моделями мифологизации Пушкина в русской культуре. Вот я тогда говорил, вот с Пушкиным а, могла быть модель, как у Хлестакова в «Ревизоре». Помните, с Пушкиным знаком, Хлестаков врет, когда пытается свою значительность показать. Бывало, спрашиваю, ну, как дела, брат Пушкин? Да так, отвечает как-то. Большой оригинал, да? Вот. И помним, наверное, вот Абрама Терца, работу, да, его, это псевдоним Синявского, да, он в заключении писал ее, «Прогулки с Пушкиным» называется, да, где вот такое понебратское отношение с Пушкиным, да. И я говорил, что вот эта модель мифологизации Пушкина в татарской культуре невозможна, потому что никто, думаю, ни у кого не посягнет рука сказать так, ну, как дела, брат Тукай, да, там и так далее. Вот. Тукай — это предмет всегда сакрального отношения для всех татар. И задумаемся, хорошо это или плохо. С одной стороны, вы скажете, ну, это же немножко ограничивает татарскую культуру, да? Тем больше будет моделей, почему же нельзя как-то иронизировать, шутить по поводу Тукая? Вот недавно, кстати, рассказал мне Ким Мугалимович один анекдот, я сегодня Гузель Фардиновне его рассказывал, в одной из деревень, э, связанной с Тукаем, значит, секретарь райкома звонит председателю колхоза: тебе сейчас делегация приедет, там большая, там иностранцы есть по поводу Тукая, ты давай как следует их встреть, а идет вот жатва, да, скажем так. Но председатель колхоза не этим озабочен. Но деваться некуда, из райкома позвонили, он все организовал, вечером идет уставший мимо памятника Тукая и говорит: эх, Тукай, Тукай, и при жизни ты хорошо не жил, плохо жил, и сейчас людям покоя не даешь, да. Вот, вот. Вот я думаю, э, у нас такой модели нет, и я считаю, что это хорошо. Потому что, а, любая культура национальная должна иметь подобного рода символы национальной культуры, которые являются ее, как сейчас модно говорить, скрепами. Да? Вот Тукай — это одна из важных, нужных, значимых для татарской культуры, литературы в целом и для народа скреп. И давайте я буду закругляться, подытоживать. Можно, Влад, уже, да? Да, 10 минут. Буду закругляться, подытоживать. И в качестве вывода вот о чем скажу вам. Итак, Тукай есть, с одной стороны, реальный человек, который жил в начале 20 века, ну, в конце 19-го, он родился в 1886 году, да, вот, который жил в конце 19-го, начало 20 века, что-то делал каждый день, куда-то ходил, с кем-то встречался, общался, жил в Уральске сначала, ну, творил, не жил, а жил, скажем, сначала в Заказании, потом, ну, какое-то незначительное время в Казани у приемных родителей, потом обратно в Заказание, потом в Уральске, потом оттуда он приезжает в Казань и здесь уже живет. Да, были у него еще небольшие путешествия, скажем так. Он сначала побывал вот в Гурьевке, Симбирской губернии, у Хасана Акчурина. Хасану Акчурину удалось, это купец. У нас о купцах, кстати, всегда плохо говорили. Говорили, вот Хасан Акчур... Вот Тукай говорил о нем, когда приехал там с Галяскару Камалу, когда Галяскар Камал спросил, ну как там тебя встречали в Гурьевке? Встречали хорошо, поили все время шампанским да коньяком, не для наших черных желудков, да? Вот так он писал, да? Вот. И говорили, ну вот, видите, ему не понравилось там. Хотя потом Фатых Амирхан там был, и очень высоко отзывался о Хасане Акчурине как о высокообразованном человеке, у которого был там свой музей в Гурьевке, был нумизматом известным, причем не только в узких кругах, а в широких кругах нумизматом был. Вот. А дальше Тукай был, мы знаем, в Астрахани у
своего друга Сагита Рамиева, несмотря на то, что была с ними размолвка, они там прекрасно провели время. Он был в Уфе, куда он ехал, вернее, в Уфу он ехал, чтобы кумысом лечиться, потом получилось так, в Уфе кумыса не было, он отправился из Уфы в Петербург, где какое-то время, около 3 недель, прожил в доме известного татарского богослова Мусы Бегиева, а потом обратно через Уфу в Троицк, где он лечился какое-то время от кумыса, от туберкулеза кумысом, да, вот. То есть, смотрите, вот это биография Тукая. О ней мы знаем достаточно много, но не знаем все досконально, тщательно, я не скажу поминутно и не скажу даже паденно, скажу, даже по месяцам мы не можем восстановить биографию Габдуллы Тукая вот в полном ее объеме, да, вот, на данный момент. Тукай, с другой стороны, это образ, который существует в нашем сознании. И я полагаю, что вот образ, который складывался в советское время, и образ, который мы начали немножко его переосмысливать уже, скажем так, на рубеже, ну, в перестроечное время, на рубеже 20-21 веков, они немного отличаются, потому что переносятся акценты. Тогда мы говорили о Тукае как о народном поэте, имея в виду, да, вот эту стратификацию, навязываемую советской идеологией. С конца 20 века мы стали говорить о Тукае как о национальном поэте. И выражение «милли шагир» — национальный поэт, мы не стали его чураться, а стали его использовать. Это верно. А в советское время слово «нация» повсеместно заменялось словом «народ». Вот в стихотворении есть «миллятте», «миллятке». Ботвинник как переводит? Не к нации, к народу, да? Потому что слово «нация», оно всячески вытеснялось из вот лексикона в то время. Итак, Тукай как образ. Тукай, безусловно, образ во многом стереотипизированный, мифологизированный, и в этой своей мифологичности канонизированный, основывающийся вот на тех моментах, о которых я вам говорил, да, сиротское детство, трудная жизнь, значит, народный поэт, имея в виду вот эти народные массы, антиклерикал, да. Тукай как историческая личность, давайте не будем отбрасывать этого тоже, это личность, это человек, который жил и формировался в эпоху модернизации татарской нации, и он, когда мы говорим разделение, были модернисты, да, вот начало 20 века, Тукай по-хорошему, в хорошем смысле, тут нет отрицательного смысла, был вот одним из проявлений этой модернизации. Почему? Вот обратите внимание, когда вы читаете Тукая в шеститомнике или в пятитомнике академическом, первые из его стихи, ранние стихи даются сначала в оригинале, так как они были написаны Тукаем, а дальше переводятся на татарский язык, потому что современный читатель не прочитает их в том виде, в котором они были. Потому что Тукай в самом начале твоего творчества, он испытывал очень сильное влияние восточной литературы, восточной поэтики, и язык его был в достаточной степени османизированным, как бы мы сейчас сказали, на грамматическом и лексическом уровне. Ну, на лексическом он еще содержал большое количество персидских и арабских заимствований. Вот. Но Тукай, который уже начинает писать там в 906-907 годах, не в 905, параллельно с этими стихами появляются другие стихи, стихи, которые может читать и современный читатель, и для этого ему не нужно обращаться к каким-то словарям. То есть вот это тоже одно из проявлений модернизации, когда шла дискуссия «татарме, тырыкме», да,
кто мы, тюрки или татары, и когда, допустим, Реза Фахретдинов, Исмаил Гаспринский, они говорили «бестырык-бес», у нас тюркская идентичность. И вот это слово «татары» они не принимали, и более того, оно в определенных кругах считалось, они пишут, считалось ругательным. Обращение к татарину в начале 20 века воспринималось оскорбительно. За это можно было схлопотать по физиономии, извините за выражение. Вот. И помните у Горького, как у Горького на дне, как Сатин обращается к татарину? Князь, да? Он не говорит ему татарин, он говорит ему князь, да? Вот. А, Итак, Тукай как историческая личность. И, наконец, Тукай как символ татарскости как таковой, как символ татарской культуры, как национальная скрепа. Вот все эти смыслы, они очень значимы и важны для нашей культуры. И я уверен, хотел бы завершить свое сегодняшнее выступление одной цитатой из Джамалиддина Валиди. Это известный общественный деятель, известный ученый, который, собственно говоря, является составителем первого собрания сочинений Тукая. Я чрезвычайно благодарен Гузель Фардиновне. Нече ел элек чыкты мәҗмугай әсәр. Вот 5 лет тому назад это издание, оно известно, но и в сборнике входит, но Гузель Фардиновна, благодаря ее усилиям, оно было переиздано недавно, 5 лет назад. И что пишет в нем Джамалиддин Валиди о Тукае? Тукаев — незабвенное в веках имя в истории татар. Сколько ни есть в мире людей, все они любят татарский язык исключительно благодаря стихам Тукая. Поэтому с повышением ценности нашего языка будет возвеличиваться Тукаев. С ростом нашего национального сознания, национальных чувств, Тукаев все более и более будет открываться нам. На что здесь хотел бы обратить внимание? То есть Валиди пишет о Тукае не как о чем-то уже известном, а пишет о том, что с ростом нашего национального сознания, с ростом авторитета татарского языка Тукаев все более и более будет нам открываться. Поэтому, друзья мои, я предлагаю смотреть на жизнь и творчество Габдуллы Тукая как на нечто открытое к появлению новых смыслов. Но условием для этого, друзья мои, должно стать то, что наш язык, татарский язык и наше национальное самосознание, оно будет расти, возвышаться. Всем спасибо.